Доброе утро. Меня зовут Александр Степуленок. Тема нашего сегодняшнего занятия — разговоры, беседы, общение, буллинг в средней школе. Я сам по образованию преподаватель истории и белорусского языка, но после университета оказался в системе дополнительного образования взрослых, занимался вопросами внедрения инновационных проектов Министерства образования, апробации экспериментальных проектов Министерства образования Республики Беларусь. После этого работал и работаю в системе дополнительного образования детей, являюсь куратором городского научного общества, где мы с ребятами занимаемся вопросами, ну, как бы не только со школьниками, но и со студентами, вопросами организации исследовательской работы, то есть конференции, конкурсы, как бы занимаемся поиском проблем, на которые стоило бы обратить внимание. Но и как человек не как бы безучастный к тому, что происходит, работая в среде детской, школьной, как бы часто замечал, сталкивался с такой проблемой, которая имеет такое широкое понятие и название, как буллинг. На самом деле это как бы понятие широкое, но обозначает оно явление, ну, как бы, которое известно нам 1000 лет, ну, наверное, сколько человечество существует на самом-то деле, так долго, как бы, ну, вот какие-то процессы в обществе происходят, которые можно было бы отнести вот к этому. И в принципе вот не так, ну, может быть, вы знаете, очень много как бы новых понятий появляется в последнее время: газлайтинг, гостинг, сталкинг, моббинг, как бы слова новые, красивые, ну, как сказать, красивые относительно, ну, может быть, непонятные, но на самом деле обозначают вещи, с которыми мы сталкиваемся постоянно, ну, как бы кто-то постоянно, кто-то не постоянно. Ну вот я просто посмотрел и как бы задумался, что ну вот такая биография там среднестатистического учителя, возможно, вот у нас в стране может быть. Это, конечно, шутка, да, но не шутка. Ну, наверное, все сталкивались почти с каждым пунктом или хотя бы с Просто несколькими проблема, из что них. как вот эти слова, как бы такие англицизмы, которые к нам Да. приходят, мы как бы их знаем, просто когда вот начинается вот куча незнакомых, ну, то есть почему-то русскоязычные термины не приживаются какие-то, как бы вот эти, то есть мы это знаем как явление, но мы не знаем, как его назвать. Не, понимаете, как бы дело может быть, да, очень хорошее замечание, но на самом деле, как я понял и как мне кажется, дело в том, что у нас, да, вот в нашей, как бы вот в нашем пространстве, в нашем, ну вот, вот каком-то таком культурном, да, пространстве очень много понятий, которые табуированы, да, то есть о них не принято как бы думать, говорить. То есть если вот что-то такое нездоровое в обществе происходит, да, человек как бы замыкается, уходит в себя, и то есть вот все эти процессы, ну, как бы внутри него происходят, и как это может выйти, да, ну, то есть Как нам не дают, у нас нет такого, что нам сдают понятие, ну, исчез человек. То есть, ну, исчез из жизни, они просто говорят там вот-вот. А оказывается, это гостинг называется, от ghost, слово английского призрак исчезает. Ну, то есть все. Ну, то есть это очень интересно, то, что в английском дали конкретно это понятие, а у нас говорят, ну, то есть у нас это воспринимается как-то, ну, вот кто-то там кого-то запугивает или травит. Ну, то есть у нас это не дает такого общего понятия, которое, ну, вот как в английском от одного глагола сделали вот существительное, которое означает
статьях про абьюзинг, сталкинг и так далее, я понимал, что я прочитав определение, понимал, что это знаю, но как бы я реально неделю назад гуглил, потому что как бы для меня это был новый термин, который как бы сейчас очень активно начал как бы использоваться в каких-то различных сайтах, газетах и так далее. А как бы явление это неизвестное там годами, но именно что вот это слово сталкинг для меня было открытием. Да, отлично. А вот скажите, пожалуйста, ну, сталкинг, да, нежелательное навязчивое внимание к одному человеку со стороны другого человека или группы людей. Как бы само явление для вас, когда вы узнали, что это такое, оно вот как-то поменялось? То есть вы к нему по-другому относиться станете? То есть или вам это поможет вот знать определение вот этого понятия? Я помню, что у меня была реальная история, что как бы я когда пришел работать в гимназию, как бы я вдруг узнал, что у меня появилась вторая страничка в интернете, которую создали кто-то, ну я догадываюсь, кто-то из детей, как бы приглашали там и так далее, и просто у меня мониторили мои фотографии там появлялись непонятно где, и я просто понимал, что я столкнулся с этим. То есть я не знал что тогда, что это был сталкинг, но я как бы понял, что да, я был Ну, уже сталкинг это значит скорее, когда конкретно за человеком преследуют, следят за ним. ну, Что касается сталкинга, да, есть, здесь не указано, но есть понятие и киберсталкинга. То есть, если сталкинг — это нежелательное, навязчивое внимание, преследование человека в реальной жизни, да, то киберсталкинг — это как бы по сути те же самые действия, но которые переносятся в сферу кибер. То есть социальные сети, там какие-то, я не знаю, там сайты, в принципе, там СМС, то же самое, телефонные звонки, когда вам каждый день в 6 часов утра кто-то звонит по телефону и как бы молчит, и вы только слышите вот это какое-то тяжелое дыхание. Ну, это пример, не из личного опыта, но например, для меня стало, очень интересно было познакомиться с понятием газлайтинга. То есть форма психологического насилия и социального паразитизма, главная задача которого заставить человека мучиться и сомневаться в адекватности своего восприятия окружающей действительности. То есть, когда то есть вы высказываете свое мнение, да, а вам говорят, что как бы, вы говорите, это белое, да, а он говорит, нет, это красное, да. И то есть, как бы один раз, второй раз, третий раз, и все более, как бы прессинг усиливается, и как бы это приводит к тому, что человек на самом деле теряется и испытывает, то есть он путается, да, и то есть происходит какая-то деформация, да, то есть в личном плане. Гостинг — резкое прекращение каких-либо отношений без предупреждения и объяснения возможных на то причин. То есть то же самое очень часто такое в жизни может происходить и как бы имеет место быть. И моббинг — форма психологического насилия в виде травли сотрудников в коллективе, как правило, с целью его последующего увольнения. Как бы я привожу эти определения здесь для того, чтобы обратить ваше внимание на то, что на самом-то деле вот все эти явления, они, к сожалению, присутствуют в жизни любого человека. Просто потому, что мы люди, и мы только учимся вот как-то по-другому решать наши проблемы, с которыми мы сталкиваемся. И то же самое как бы можно и нужно говорить о буллинге. Буллинг — это слово, определение, термин, который появился в 80-х годах прошлого столетия. Норвежский психолог Дан Ольвиус представил миру свой капитальный труд и, собственно, как бы ввел в международный оборот понятие буллинга. Но это не значит, что как бы
как бы явлений, да, вот, которые обозначаются этим понятием, не существовали раньше. То есть сколько существует человечество, столько столько существует буллинг. Сегодня я хотел бы с вами, ну, наверное, больше пообщаться, потому что я вот в тему погружаюсь очень активно, ну, вот в последнее время, и я заметил то, что есть как бы очень много на самом-то деле каких-то мифов, да, какой-то недосказанности, какой-то табуированности, которая связана собственно, с самим понятием, самим явлением, да, которое присутствует. И сегодня ну, мы постараемся говорить только как бы о буллинге, который происходит в рамках школы, школьная травля. Потому что как бы в армии, да, ну, как бы есть понятие дедовщины, там в среде взрослых как бы есть понятие моббинга, да, но как бы здесь учителя, и я думаю, что как бы интерес, ну, как бы учительский, да, вот сегодня к этому как бы есть, поэтому давайте говорить о буллинге в школе. Как бы я уверен, что 50% решения любой проблемы — это как бы правильно эту проблему назвать, обозначить, ну, собственно, что такое, да? Что такое буллинг? Есть очень много определений, и ну, я вот собрал, как бы сконструировал как бы вот такое, которое как бы предлагаю вам. Ну, как бы согласитесь, не согласитесь. Буллинг, школьная травля представляет собой длительное физическое или психическое насилие со стороны одного ученика или группы учащихся в отношении того, кто не способен защитить себя в данной ситуации. Как бы много слушая, читая, да, и участвуя вот в разного рода мероприятиях, конференциях, которые связаны с этой темой, как бы всегда понятия называются, но ну, как бы вот это очень быстро происходит, и, ну, собственно, вот вчитаться, вдуматься, да, ну, как бы не всегда, да. Да, вот это первая ловушка. Вот первая ловушка, я с вами согласен. Вот мы тут же как бы слышим слово буллинг и пытаемся, ну, как бы вот все, что мы про него знаем, ну, как бы вот под одно понятие, ну, да, подвести. Да, есть буллинг со стороны учителя к ребенку, есть буллинг со стороны ребенка к учителю. Можно говорить о буллинге со стороны родителей к учителю. Можно говорить о буллинге со стороны как бы родителей к как бы однокласснику, да, вот собственного ребенка. И как бы вот тот самый момент, когда возникает вот эта какая-то неразбериха, какая-то каша, но мне кажется, что мы должны говорить о том, как эту проблему решить. То есть в каком направлении двигаться для того, чтобы ну, как бы максимально стараться избегать проявлений буллинга в школьной среде. И поэтому, да, я согласен, что есть ну, как бы разные способы, виды, но все-таки в самом начале и как бы, ну, как бы давайте разговор начинать сначала. То есть буллинг представляет собой длительное физическое или психическое насилие со стороны одного ученика или группы учащихся в отношении того, кто не способен защитить себя в данной ситуации. Все остальное, да, оно как бы является производным. То есть это уже то, о чем мы можем с вами рассуждать, как бы разбирая эту тему. Я еще раз обращаю ваше внимание на то, что это длительное. Первый момент. Второй — физическое или психическое насилие. Это второй момент. Третий момент — одного ученика или группы учащихся. И четвертый момент — это на того, кто не способен защитить себя в данной ситуации. Мы будем иметь в виду
Да. Ну просто я думаю, что учитель все-таки, когда буллинг на учителя, это ну, не совсем тот случай, когда учитель взрослый человек, и как бы он уже может сам защитить себя от каких-то отвлеченников, вот, которые... І наставник професіонал. Просто коли, наприклад, говорить на фронті булінга зі сторони учнів до наставника, ну, розуміється, тоді треба ставити питання, навіщо наставник прийшов працювати у групі. Я, конечно, зв'язую булінг тільки у відносинах учень до учня, розумієте? Тому що наставник – це професіонал, це чоловік розумний, чоловік, який може... А в первую очередь это взрослый человек. Это взрослый человек, у которого есть опыт. Створить таку ситуацію, це за несколько хвилин, за 5 робиться. І просто удержання наставника це більше не буде робитися. Тому що це наставник розумний, адекватний, дорослий. А коли говорити про булінг, то, конечно, в першу чергу це наставник, це учень до учня. Да, потому что они не защищенные, они еще Вот дети. у нас такая проблема есть, да, у нас есть такая проблема, мы не ведаем пока что будет далее, но разумеется, что все ж таки это учень до учня. Да, очень правильно, спасибо большое. И на самом деле, вот как бы вот здесь, да, как бы вот решение вопроса. То есть вот те моменты, да, вот 4 точки, на которые нужно обращать внимание и которые нужно, ну, как бы раскручивать, и на что должно быть направлена, ну, как бы работа со стороны школы, администрации, со стороны учителя. То есть проблема в том, ну вот это личное мое мнение, что мы просто неправильно называем явление, тут же как бы под общее понятие буллинга вот скидываем вот все проблемы, которые, извините меня, но буллинг сам по себе это не проблема школы. И здесь как бы не только педагогика, да, но и социология, я не знаю, там проблемы там юриспруденции, да, потому что ну, кто-то может сказать, что ты его там толкнул, да, а кто-то может сказать, что ты его ударил, да, и там мелкое телесное повреждение, там статья такая-то, срок от или штраф, да, то есть как бы очень много как бы моментов, на которые мы можем как бы по-разному смотреть, да, и от этого получается как бы совсем разный разговор. Типичная ситуация, то есть действующие лица, да, жертва, агрессор и осуждающий свидетель. Даже просто глядеть обыякого, а не осуждающего. Они могут и поддерживать и молча, а Ну, могут могут и бояться, наоборот, что ли, да, заступиться могут и кого-то. наоборот заступиться боятся. То есть это разные. Да, вы смотрите, вот буллинг в школе, вот картина маслом, да, то есть не нужно больше вообще ничего, ни о чем говорить. Вот как бы вот это замкнутое кольцо, да, 3 роли: жертва, агрессор, как бы, или еще булли называют бык, да, и пассивные свидетели. Удивительно, но факт, да, но если мы из этой цепочки, да, давайте как бы пойдем с конца, убираем свидетелей. Все, буллинга нет, ситуация буллинга прекращается. Как бы вот. Второе, как бы жертва. Почему он сидит, молчит, проглатывает молча вот все эти обиды, все вот эти подколки, все вот эти, вот этот негатив в свою сторону. Почему он молчит? Почему жертва, почему он молчит? Хорошо, мне нравится, что вы просыпаетесь, я тоже вместе с вами. И как бы в начале, да, агрессор булли. Зачем ему все это? Кому? Агрессор, да. Потому что он слабый.
и дать, ну, как сказать, неграмотно, неправильно, а просто дать один раз отпор и подкреслить некую такую ось їх слабину, мені здається, що поступово це все може сісти Насилие на ноги. порождает насилие, я согласен. Ні, ми не про насилие. Я ж не кажу, що треба робити так, як він. Просто треба дати отпор не фізично. Только показать его Мгм. самое слабое место, и как в этом, побачили некоторые сведки. Разумеете, это можно выразом, это можно... Об этом мы, да, дальше скажем. Так, показать самое слабое место, разумеете, то есть наставники, які повишають голос на дітей у класі, это чому? Тому що наставник слабий. Можна ж зробити заувагу тихо, спокійно, і це все буде зовсім по-іншому. Это твоя слабость, это самая твоя слабая сторона, вот и все. Так что дать отпор... Да, хорошо. Но, да, спасибо большое, но я... Отвечать на вопрос, зачем ему это, а не как с этим бороться, то я думаю, что те дети, которые смотрят на него, думаю, он чувствует, что он как бы превосходит кого-то. И он Да, они так думают. А почему они так думают? Вот и агрессор так думает. и агрессор, ну, Сказать агрессору, что это не так, и все. и поэтому... Просто мальчик, он показывает, он как бы показательное выступление устраивает. Те дети боятся, они не хотят. А зачем ему это? Зачем ему это? Полная свобода, потому что он он лидер стикается над слабым, разумеется, это ж дети. Хорошо, да, Хотя да. это на сегодняшний момент самое, як это сказать, Взрослые не так советуют. самое, да, так само. Взрослые точно так же советуют. Конечно. Ваш зауч или директор сам считает. Вот таким образом, вот давайте запомним эту картинку, как бы вот как бы альфа и омега, буллинг в школе. Здесь только три действующих лица, три роли. Это вот агрессор, который вот по каким-то причинам проявляет вот это физическое или один или в составе группы, вспоминаем определение, продолжительное время оказывает психическое или физическое воздействие на как бы жертву вот эту, да, которая не может никак ответить, и как бы вот это пассивное, вот это, да, свидетели. Вот что я не читал, что я не смотрел. Вот мы убираем, с конца идем, убираем вот этих свидетелей, да, то есть нет вот этого фона, который, да, который, собственно, создает вот эту, да, ну, то есть то, к чему вот этот булли стремится, да, ну, то есть показать свою какую-то крутизну, повысить свой социальный статус, может быть, вот как вы говорили, получить удовольствие от того, что он притесняет кого-то. Ну, вот это такой, знаете, дешевый, вот на самом деле в школе есть как бы популярность истинная, да, и популярность образа. Вот истинно популярные как бы школьники — это всегда, ну, вот такие, может быть, вы встречали как бы светлые, позитивные люди, да, вот, которые, ну, на самом деле никогда не будут никому проявлять никакой жестокости, они, ну, просто как бы, ну, вот органично, да, вот во всем, то есть они, ну, им не нужно, да, показывать свою какую-то силу, крутизну. А есть еще как бы популярность образа. То есть это, ну, иногда там или дети богатых родителей, или там какие-то спортсмены, ну, как бы, ну, то есть как бы ребенок, который пытается вот как-то вот эту свою какую-то крутизну показать через вот какие-то такие моменты, которые на самом деле, ну, очень спорные. И они могут быть, вот как я говорю, там быть или каким-то спортсменом, да, или там модно стильно одеваться, там иметь там в ТикТоке миллион подписчиков. Но по факту быть людьми очень неприятными, да. И как бы вот две популярности. Популярность как бы истинная, позитивная, и популярность образа. Калі ласка, але мало часу, я уже разумею, что не поспею. Калі вы хотели нечто сказать? В определении ничего не было сказано об наблюдателях, поэтому если мы их исключаем, по ситуации я понимаю, что буллинг это уже будет не тот человек.
Не, мы к этому вернемся. Там хорошо, я обращу на это внимание дальше. Здесь вот немножко как бы пояснение, да, вот жертва, чувствительная, тревожная, склонность к слезам, слабы физически. Ну вот это вот есть такое общепринятое ну, вот, как бы определение низкая самооценка. То есть дистанцируются от родителей, обладают внешним локусом контроля. Локус контроля – это свойство личности относить собственные успехи к каким-то внутренним причинам или внешним. Например, я не подготовил домашнее задание или плохо выполнил задачу, потому что учитель на доске вот неразборчиво написал. То есть это внешний локус контроля. А если не подготовил, потому что я не знаю, да, или я не выучил урок, это внутренний локус контроля. Для них характерна закрытая позиция в общении и нежелание общаться, чувство одиночества и безразличия. Дистанцироваться от родителей, ну то есть как бы вот подчеркнуто, булли-агрессор, тоже дистанцируются от родителей, обладают внешним локусом контроля, для них характерна открытая позиция в общении, позитивное отношение к себе и готовность проявлять активность в жизни. Менее депрессивны, одиноки и тревожны. На самом деле удивительно, но факт, ну как бы буллинг тесно связан с понятием самооценки. И если у жертвы самооценка, ну как бы принято считать, что она занижена, то у булли она, ваши варианты, то есть у агрессора. У него нет самооценки. У булли вот как бы вот этот тип людей, у них нет самооценки. У них нет самооценки. Ну вот менее депрессивные, одинокие, тревожные, как может показаться, и часто имеют среди них высокий социальный статус и хотя бы маленькую группу сообщников. То есть они, вот человека, на которого направлен вот этот негатив, травля, они его не воспринимают как равного, ну, может быть, не совсем аккуратно, как человека. И только по этой причине, да, вспоминаем определение «тот, кто не может дать отпор». То есть только после этого придумывается там «ты толстая», «ты страшная», ты вообще как бы иди помойся. Только после этого возникают как бы вот все вот эти отмазки, отговорки. То есть как бы побудительный мотив, ну, то есть это просто неуважение к личности, то есть непонимание, то, что как бы вот ну, как бы есть там, как бы есть личность, да, вот в ком-то и... Да. Да, согласен с вами, но это только подтверждает то, ну, как бы вот первую мысль о том, что как бы понятие буллинга, оно, ну, вот в своей какой-то, да, вот, ну, как бы сколько людей, столько и каких-то моментов, ну, то есть вот черты личности, социальный контекст, там какие-то мотивы, и, ну, мы не знаем, как мы себя можем повести в той или иной ситуации. И сторонние наблюдатели, смотрим, близкие отношения с родителями, открытая позиция в общении, 2 раза написал, наверное, это что-то значит. Позитивная оценка себя и готовность проявлять активность в жизни. Переживают страх, беспомощность, стыд за свое бездействие. На самом деле, почему себя ведет вот это, как бы, да, наблюдатели вот так, как они себя ведут? Они просто боятся попасть под раздачу. То есть и на самом деле дети, они, ну, как бы склонны проявлять сочувствие, но меньше половины, ну, как бы готовы вот это, ну, как бы показывать, ну, то есть на самом деле заступиться, потому что ну, как бы не уверены в том, что как бы группа их поддержит, и они, ну, просто не станут очередной мишенью вот этих всех издевательств. И, ну, вот, к сожалению, по этой причине они, ну, имеем то, что имеем. И как бы возвращаясь вот к этой картинке,
На самом деле, как бы, буллинг, как бы исчезает, пропадает, ну, как бы, когда мы убираем, ну, вот это пассивные наблюдатели, да, они как бы становятся активными защитниками. Жертва, она не молча как бы проглатывает все вот эти оскорбления, издевки, а она может дать отпор. И агрессор, он как бы не получая вот этого, ну, как бы, когда не работает момент, да, то есть он не ну, то есть его все осуждают, на него смотрят как, ну, на какого-то, ну, то есть, ну, как бы странного, и у него просто не возникает, ну, как бы необходимости. Заслось 5 хвилин, так? 10 хвилин. Так быстро время идет, слушайте. Почему так происходит? Вот вы задавали этот вопрос, и мне кажется, что очень важно, ну, как бы, ответа я не знаю, честно. И, наверное, если бы, как бы, знали, да, такого бы не было. Но, как бы, подумать, и, ну, как бы, можно, и только так мы сможем вот к какому-то решению двигаться. Вот говорили, потребность во власти, да, ну, то есть ощущение себя как бы выше, да, ну, то есть то, что ты можешь как бы другим человеком управлять, контролировать, удовлетворение от причинения вреда другим, да, то есть это тоже какая-то мазохистская. Но, к сожалению, да, ну, то есть анализ вот ситуации и как бы опыта имеет место быть. Вознаграждение материальное либо психологическое, то есть как бы, ну, то что отбирается. И на самом деле как бы, ну вот нельзя сказать, что как бы дети по натуре по своей вот такие агрессивные, да, то есть в овечьих шкурах каких-то, да, там затесались в школу и рецидивисты, там какие-то заключенные зэки, да, нет. Дети пытаются выжить, да, вот в мире, который мы, да, вот взрослые, да, там родители, учителя как бы оставили, да, создали. И поэтому, и всегда вот, когда говорят там агрессор, жертва, да, мы, вы знаете, как-то вот так это по-человечески сразу становимся там на сторону жертвы, да, там типа були, там типа вот какое-то такое, знаете, там зло, да, исчадие ада, да. Но на самом деле это дети. Это просто дети, которые транслируют, да, вот свою реальность, да, вот как бы, ну вот, ну как бы в пространство класса, вот в те модели, которые у нас существуют, да. А разве вот мы, да, вот разве вот на работе, разве вот эти, ну как бы вот, как бы столетняя история, да, вот наш культурный контекст, вот именно наш, да, там белорусский, русский, российский, советский, разве вот как бы ну, вот это понятие принуждения, да, в ситуации дисбаланса сил, да, вот когда у кого-то есть власть, у кого-то ее нет, или когда для того, чтобы там получить что-то желаемое, или как бы заставить человека, вот как бы вот, ну, вот на работе то же самое, вот эти как бы вертикальная структура, да, вот начальник, подчиненный, вот возможно вот как бы вот в школе, да, вот вы с этим можете, то же самое как бы и горизонтальное там между там сослуживцами. Для того, чтобы что-то получить, нам нужно как бы человека оболгать, какие-то сплетни, да, как-то его задавить, притеснить. А что мы видим там, фильмы по телевизору, новости какие-то? Разве это не правда? Я ошибаюсь? Как бы нет, как бы дети виноваты, потому что как бы нужно различать. Дети они поступают так, как они, ну, как принято.
Там приходит папа с работы и рассказывает, что вот, вот этот начальник такой рассекой, вот так и так и так. И они думают, что так это работает. Они транслируют поведение Да. родителей, взрослых. Я про то, что дети это как, чем наполнишь сосуд, тем он будет цвести, да? То есть получается, родители виноваты или взрослые, или то, что... Хорошо, да. Ми от, как би, шкода, мало часу, не можемо якби, розвивати тему. То есть, как бы вот эта мысль, 5 минут осталось. 3 минуты, ой. Не забувайте, що ще у дитинка є соціальний статус, сябри і те, хто з ними поруч. Коли б сябрі батьки не говорять, а ён вийде на вулицю, а другий хлопчик йому видить інформацію шмат, і все. А вот эти табуированные темы, да, а разве вот у нас в школе, да, или вот в армии дедовщина, разве, вот скажите мне, пожалуйста, разве мы как бы молча не допускаем вот это? Вот учитель говорит, что типа класс, идем очистить снег, а учитель, мягко говоря, ну вот не пользуется авторитетом, да, но как бы снег вычистить нужно. И типа Вася организуй, да. И он уже понимает, вот что произойдет, да, вот этот Вася, и там или кого-то какой-то авторитет, да, там активный школьник, да, вот, который пользуется вот этим авторитетом, да, который понятно как заслуживается, да, и снег уберут. И как бы вот, да, разве это не правда? Разве учителя не дают вот этого молчаливого согласия на то, чтобы как бы буллинг существовал? Просто потому, что так проще. То же самое в армии, вот дедовщина. На самом-то деле, как бы, ну вот из-за неспособности какой-то, да, ну здесь разные могут быть причины на самом деле. Я не хочу, ну как бы, ну вот кого-то обвинять там в некомпетентности, как бы, а еще очень как бы интересно слышать, когда типа да, так и хорошо, что его булят, так он наоборот, как бы вот собрался, он как бы пошел, ну начал ходить на турники, там накачался и начал, ну как бы давать отпор. Вот эти вот какие-то такие, знаете, вот эти мифы про то, что буллинг это естественная как бы часть как бы взросления там вот личности. Разве как бы ну типа камон, разве это так? Нет. А извините, а что плохого? А что плохого с дедовщиной? А что плохого в том, что буллинг является причиной и занимает второе место среди причин суицида? А что плохого в том, что школа – это место, где школьник должен учиться? То есть у нас как бы есть, ну как бы свободное, ну как бы пространство, где любой ребенок, независимо от вероисповедания, там, от цвета кожи, от, ну, от чего угодно должен прийти и просто получить знания. А что в этом плохого? Про именно буллинг, то, что человек как-то изменился, да, и вот если... Но нет, я с вами согласен, но не... Просто внешне изменяется, а не внутренне. И тогда это как бы... Просто у меня в школе я тоже как бы была учеником, ну, в классе, как учитель я не наблюдаю, но когда я была в школе, у нас был мальчик, он не пошел в качалку качаться, да, а он наоборот стал как-то по-другому, но в сторону хуже себя вести. А вот... Да, обозлился. И вот, кстати, уж часа нема уже? Минута осталась. Ну давайте рванем тогда минута. Не, вы на самом деле вы все правильно говорите, да? Ну как бы вот сегодня вот у вас получилось, ну как бы столкнуться с этой темой, ну вот как-то так. И на самом деле, да, если вот как-то спокойно вот сесть и вот начать это все как бы раскручивать, то да, как бы и жертвы есть, ну как бы жертвы
или среди агрессоров, да, как бы на самом деле, вот когда мы слышим о каких-то кровавых побоищах в школах, то как бы вот этими агрессорами, ну, как бы очень часто являются вот те самые жертвы, да, которых, ну, вот, вот настолько вот затюкали, да, и вот у них вот эта вот вся злость мира, да, вот она собралась, что они, ну, как бы делают то, что делают. Вот среди, ну, вот таких агрессоров, это, ну, как бы вот жертвы, да, 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 да. То есть они уже мотивируют не добро, как бы стать сильнее и лучше, а зло, чтобы стать сильнее и Ну, понимаете, не, вот вы хорошо, вы рассуждаете, стать сильнее лучше. Это понятное дело, вот там я, да, вот взрослый человек, я вот понимаю, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее. То есть я могу на что-то внимание не обратить, да. А это ребенок, да, вот 10 лет, ну вот это как бы очередное заблуждение, когда говорят о том, что ну дети, ну разве, ну это же просто шалости какие-то, ну пошутили, ну ну, как бы даже в 15 лет это не опыт 15, ну, как бы 15 лет. До 10 лет ребенок просто, ну, как бы вбирает в себя вот какие-то базовые вот эти моменты. И, ну, как бы, ну, на самом-то деле это там 5-4 года, вот. И он просто, ну, у него еще как бы нет вот этого опыта для того, чтобы вот абстрагироваться от этой ситуации и как-то действовать. А, извините меня, а если вот у него дома нет папы, а если у него дома нет мамы, а если его папа есть, но но у него вот странные вот какие-то увлечения, и он как бы издевается над этим ребенком. Вот разве этот ребенок может прийти в школу, и разве он может дать отпор? Когда он как бы вот, ну как бы вот ну как бы у себя вот в семье, да, вот забитый, затюканный, да, когда он приходит в школу, да, и вот последняя мысль, да, вот жертва ведет, ну как бы молча проглатывает это все потому, что он считает, что он заслуживает этого, что вот это, то есть, так с ним следует относиться, ну как бы, а? Не, он как бы он это принимает как должное. Жертва принимает вот эти все как бы издевки как должное. Скажите, коли ласка, а ось гэта пишуть, да? Самае ж яшчэ страшэннае, калі, напрыклад, вось гэты булінг вядзе да нейкіх псіхічных захворванняў. Так и это самое страшное. Это самое страшное. Кончыць сваё жыццё з дыягназам, і потым яны будуць перыядычна лячыцца ў клініках. Вось што самае страшнае. Так, да. Гэта і адбываецца. Вот то, што зараз у нашай гімназіі. Хлопчык, да, ён вось і ён лечыцца ў навінках, разумееце? Вось можна неяк так перавесці ў другую школу, там яшчэ нейкую частную, можна дапамагчы там. А самае страшнае, на мой погляд, вось калі хлопчык, а ён у 5 класе, у 6, все, у яго дыягназ. І гэты дыягназ на працягу ўсяго жыцця будзе. Ён ужо все. Ён назад у звычайнае. Нет. Вот именно постоянство насилия и невозможность его избежать создают у отвергаемого ребенка невыносимое психологическое состояние. И это самое страшное. Это самое страшное вот в ситуации буллинга то, что это не то, что как бы сегодня неудачный день, а это вот как бы вот нахождение вот в постоянной такой ситуации, которая, к сожалению, не заканчивается там, ну как бы, ну то есть как бы новый день и ну, я, например, знаю, ну, как бы, вот встречался, ну, как бы, знаю людей, которые, которые на протяжении всей своей жизни, вот это и вот в построении личных каких-то отношений, да, то есть они боятся, то есть, ну, то есть это, ну, самое страшное то, что это очень-очень долго потом откликается на протяжении всей жизни. Уже нема часу, але я все ж таки хотел бы показать, но презентацию вы, наверное, сможете потом забрать.
Оставлю. Вот смотрите, я дальше хотел ответить на вопрос, что с этим делать. И вот есть, ну вот, сделал такую попытку обзора актуальных решений в борьбе с буллингом. Вот, можно посмотреть. Еще международная программа, это классно, по ссылкам можно найти. Американская программа позитивного действия. У нас есть мысли, действия, ощущения. Если мы хорошо, ну как бы позитивно мыслим, мы совершаем позитивные действия. Совершая позитивные действия, мы, ну как бы получаем позитивные эмоции, и то есть эта позитивная эмоция побуждает нас, ну то есть круг. Как бы здесь классные картинки, цветастые, вот эта программа позитивного действия и 6 блоков, ну вот, которые направлены на то, чтобы, то есть на развитие как бы эмоционального интеллекта у ребенка. То есть как бы максимально купировать ситуацию буллинга и просто как бы не дать ей возможности родиться. Обратите внимание на издание вот 2021 года «Противодействие школьному буллингу. Анализ международного опыта». Вот по ссылке можно скачать и по QR-коду. Вот все программы международные вот здесь подробно рассмотрены, и вот какой-то даже сравнительный анализ дается. Очень здорово. Вот что вы можете сделать сегодня, да, вот приедя домой, антибуллинговая хартия, то есть контракт-документ. Вот в школе директор в торжественной обстановке прописывает документ, где дается определение понятию буллинга, дается, ну, как бы, ну, то есть максимально вот эта ситуация освещается, и, ну, как бы дети знают, что это плохо, и так делать нельзя. Бесплатные курсы на платформе Stepik.org. По ссылке смотрите, вот, ну, некоторые темы. Тоже вот советую почитать книжку вот 2020 года «Как остановить травлю», где вот в простой, незатейливой форме вот как бы вот и сама проблема раскрывается, и самое важное, очень много рекомендаций для как бы для ребят, для детей, вот что, как ответить, да, вот как себя повести вот в этой ситуации. Интерактивный фильм «Изгой». Очень здорово посмотреть с ребятами в школе, обсудить, то есть как бы фильм, у которого есть несколько сюжетных линий, и в зависимости от того, какой выбор сделать, да, то есть как бы сюжет меняется. Как бороться с буллингом в учреждении образования, Белорусский Хельсинский комитет подготовил такую памятку, где тоже очень подробно рассматривается ситуация, то есть как понять, что ребенок стал жертвой, что делать родителям, как обращаться, куда обращаться. Скачивайте по ссылке и пользуйтесь. Большое спасибо организаторам от кемпа за то, что ну, вот прошло 2 таких мощных мероприятия. Первое — это конференция «Школа без буллинга» в феврале 2021 года. По ссылке можно скачать презентации докладчиков. И в 2020 году состоялся круглый стол «Проблема буллинга в школах. Пути решения», где также собрались, ну, как бы специалисты из разных сфер, ну, вот, которые поделились, ну, вот, какими-то наработками. Ну, собственно, Александр Степуленок — это я, и, ну, как бы буду рад продолжить, ну, как бы сотрудничество и найти каких-то единомышленников, потому что на самом деле буллинга как бы проблемы нет. Нужно действовать. Вот, и поэтому я вас приглашаю к активным позитивным действиям. Спасибо большое. Спасибо, господин, огромное за глубокое погружение в тему, за то, что вам удалось нас заинтересовать. Да. Спасибо за то, что показали, где можно почерпнуть больше информации, что открыты к сотрудничеству. Спасибо вам большое. Спасибо большое.